Селям алейкум, просто я перепрошую, невелика технічна проблемка була, я не чув студію. Доброго вечора, ми з України, ми Кремли, і в ефірі Прайм на телеканалі АТР. Сьогодні буде цікавий гість, зараз ми налаштовуємо з ним зв'язок, він не знаходиться в Україні, але зв'язок скоро буде, і я надіюся, що буде дуже цікава розмова. Ви знаєте, що я запрошую до себе в Праймі лише тих людей, думку яких мені самому насправді цікава. І тих людей, яких небагато в українському медійному просторі, ну тобто не попсу, скажімо так. Але поки ми налаштовуємо зв'язок, я хочу, щоб ми разом з вами побачили розмову про те, що відбувається в самому трагічному місті України, в місті, яке російські фашисти обрали в якості жертви, міста герой насправді. Це Маріуполь, і з Маріуполя дав Гульсум Халіловий коментар, начальник поліції цього міста, який там залишається, Михайло Вершинін. Пряма мова. По вывезенным беженцам пока у меня еще информации нет, надо будет официальные источники посмотреть, заехали ли они в Запорожье, прошли ли они фильтрацию, все ли вышли, кто попадал в автобусы. Но после того, как уехала вот эта миссия Красного Креста, сегодня с раннего утра происходит постоянное огневое поражение территории. То есть, я бы сказал, безостановочно работает ствольная артиллерия, работает корабельная артиллерия, наносятся авиаудары, причем постоянно. При этом Российская Федерация знает, что здесь еще остались какое-то количество гражданских, там в районе 200, я не могу сказать точно. Здесь большое количество раненых, и в целом ситуация идет именно на уничтожение площадки. Не знаю, значит, понятно, что мы очень сильно заинтересованы, чтобы вывели раненых. Мы очень сильно заинтересованы, чтобы вывели гражданских. Хотелось бы рассматривать вариант экстернации, по-моему, так называется, воинского контингента. Это, в принципе, было бы достаточно интересно для той страны, которая могла бы выступить посредником, как в свое время выступала Турция в Сирии, по-моему. И для Украины это было бы достаточно неплохо, потому что народ здесь... Да жалко, бойцов, просто жалко. То есть, если люди здесь будут погибать так, как их уничтожают, то это, в принципе, потом всему человечеству будет достаточно тяжело. В общем, такая ситуация. Це був коментар для АТР начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна. Він такий спокійний, ніби. Насправді відбувається жах. І те, що роблять там російські окупанти, це поза правилами війни. І ви знаєте, що буквально вчора було оприлюднено на телеканалу АТР і на твіттері нашої ведучої Гульсум Халілової звернення командира Азову, який перебуває там в Маріуполі безпосередньо, звернення до Ердогана саме про цю процедуру екстеншн, коли військових поранених цивільних вивозять в третю країну за домовленістю. Поки що ми не знаємо на реакцію Ердогана, взагалі турецького керівництва, але звернення дуже сильне, його подивилося вже більше, ніж 1 мільйон людей. Я підкреслюю, що там є субтитри турецькою. Це Гульсум Халілов зробили, наш телеканал хлопці зробили. Тобто це зрозуміло туркам. І я надіюся, що це спрацює. Бо те, що відбувається сьогодні, це насправді суцільний жах, це терористична форма ведення війни. А я запитаю наших режисерів, чи є наш гість на зв'язочку. Ще немає гостя. Правильно розумію?
Немає. Якщо не... Що, немає гостей ще? Добре, давайте я представлю нашого сьогоднішнього гостя. Я дуже давно з ним не спілкувався, але з повагою ставлюся до його думок. Це аналітик, політичний журналіст-публіцист Константин Еггерт. Він зараз знаходиться в Вільнюсі, Литовська Республіка. І я навіть не знаю, Костянтине, як тебе представляти, вже російський публіцист чи якось інакше? Ну, просто публицист. Добрый вечер. Добрий вечір. Кость, я перейду на російську мову. Ну, по-перше, тому що тобі простіше буде, а по-друге, тому що попри цю ніби інформацію, що в Росії там не можна дивитися інтернет, там нічого там не відключено, все там працює, все там нормально, і хто хоче чути, той почує. Але ось бажання щось ми великого не бачимо, але все одно будемо казати правду. Константин Еггерт на связи з Вильнюса. Кость, ну такой вопрос, мы же с начала войны-то не общались, так, пара комментариев. Да. Как ты себе представлял эту большую войну Путина, если представлял, и стала ли она такой, какой ты ее себе представлял? Нет, я думал, что, конечно же, война, какие-то боевые действия будут. Более того, я даже думал, что для начала он может попытаться без них обойтись. То есть все эти провокации в так называемых ЛНР, ДНР я воспринимал как, может быть, подготовку к тому, чтобы взять их в кавычках под защиту, а потом нажимать на Зеленского, требовать от него, там, скажем, условно, Минска-3, где 5 пунктов каких-нибудь первых будут исключительно и только для выполнения Киева. И, наверное, в таком предприятии Путин, наверное, даже получил поддержку части европейских государств. Второе, что я думал, но это мне казалось более реальным, это то, что будет какая-то ограниченная операция, может быть, попытка создать вот этот сухопутный коридор до Крыма, может быть, взять под контроль Херсон, потому что существует проблема воды, ну и в том числе также я думал, что что-то ему придется делать по одной простой причине. Путин верховный главнокомандующий, и 2 раза меньше, чем за год, гонять сотни тысяч, ну или там десятки тысяч для начала военнослужащих по всей стране ради пары разговоров с Джо Байденом, которые можно получить и так. Ну, это он теряет, что называется, лицо. Вот то самое лицо, которое все рвались спасать немцы и французы у Путина. Вот. Но оно точно было потеряно только в глазах, ну, там, условного генерала Герасимова, Шойгу и вообще, так сказать, офицерского корпуса. Потому что, ну, армия, если армия, ей надо ставить задачи какие-то понятные, а не шпынять по всей стране. Но то, что это будет полномасштабное нападение, да еще с таким, ну, как бы исходным посылом совершенно очевидным, что в течение 48 часов навстречу русской армии выйдут, там, я не знаю, мэры с ключами, мужики в шароварах танцуют гопак, женщины несут хлеб и соль. Радостные горожане машут российскими триколорами. А потому что именно этим можно объяснить, что в первые дни было захвачено так много там ОМОНовцев, СОБРовцев и росгвардейцев, которые, очевидно, туда ехали колоннами для того, чтобы, ну, типа, контролировать города, там, наводить порядок и так далее. То, чему их учат. Их же воевать-то не учат на самом деле. И вот это для меня было, наверное, вторым шоком, потому что я тогда понял, что вот этот... Традиционная такая присказка российская вот среди этого большинства, которое поддерживает или не поддерживает, или делает вид, что поддерживает Путина, можем об этом отдельно поговорить. Ну вот что типа, а в Кремле-то там, ну там же не дураки сидят, они все знают. Чего мы там лезть-то будем? Ну вот оказалось, что в Кремле сидят люди, ну как минимум, которым либо носят дезу сплошную, либо же они вот, ну, запрос на это существует. Потому что так не понимать, куда вы идете. Я вот в прошлом году в командировках в Украине был 3 раза. Ну, вот меня спросили, я бы сказал, ребята, ну, этого делать не надо. Вам наваляют по полной программе. Вот это меня, в общем, конечно, потрясло. А дальше все понятно. Когда все пошло в кривь и в кость,
то ставить боевые задачи становилось все сложнее, потому что какую задачу не поставь, ее выполнить невозможно. Ну вот с трудом взяли Херсон. И дальше, ну что, все понимают, надо крошить снарядами артиллерийскими, которых в России море разливано еще со времен товарища Сталина, они, в общем, калибр стандартные, вот они вот лежат на складах сколько угодно. Еще 10 лет можно стрелять, к сожалению. Вот. И точно за кирпич битый и руины, и стекло, точно не скажут ничего плохого. Может быть, не похвалят, не дадут лишнюю звезду, но плохого не скажут. И я думаю, что сейчас во многом идет какой-то, я не военный эксперт, это вам надо там спрашивать, я не знаю, какого-то Александра Гольца, там, я не знаю, каких-то российских людей, знающих российскую армию вблизи. Я служил в советской, но что сейчас происходит, могу судить только очень поверхностно, как, наверное, просто, человек, читающий какие-то там веб-сайты. Но очевидно, что сейчас идет какая-то разработка новой стратегии для старых задач. Но параллельно идет такая война, даже не конца, а, наверное, вот начала-середины 20 века, устрашение населения, изгнание населения, потому что понятно, что беженцы убегают от таких обстрелов, полное игнорирование человеческих жертв, полное игнорирование законов ведения войны. И, знаете как, хорошо, придется уходить, вот этим, так сказать, мерзким украинцам будет плохо, у них не будет половины страны. Вот, мне кажется, такая очень простая логика, на самом деле. Костя, но смотри, мы так об этом говорим, как о уже свершившемся факте, но на самом деле мир-то был шокирован, и сознание людей во всем мире, да, и политиков там в Европе, в той же самой Германии, Франции, оно сильно было, скажем так, откорректировано после того, как они увидели террористические методы ведения войны. То есть, по сути дела, армия в форме, да, формально армия воюет абсолютно террористическими методами, то есть воюет с мирным населением преимущественно. При этом, методы уничтожения инфраструктуры, источников воды, я не знаю, жилья людей. Украинское правительство призывает уезжать в эвакуацию просто, чтобы как говорят, не мешайте нам воевать, как говорят наши блестящие военные, да, то есть они понимают, что первая мишень русской авиации, артиллерии и так далее, это просто тупое разрушение и как можно большее количество крови, плюс Буча и Ирпень, это мы еще не знаем всего, это только часть, да, это настоящий полноценный геноцид, это расстрелы, это мучения, это, я думаю, что намного превзойдены в кавычках подвиги СС и так далее, и так далее. То есть это фашизм полноценный в Европе в начале 21 века. Почему это стало шоком? Почему этого никто не ожидал после Чечни, например, после Сирии? Как ты думаешь? Мне кажется, что давайте не будем ходить по полю сравнения с СС, но что бы я сказал сразу, это то, что, конечно, это происходит очень близко. Чечня, это часть России, во главе Чечни стоял Борис Ельцин, его надо было поддерживать, такая была, тогда, сказать, такой был подход. Кроме того, были какие-то российские чеченцы, потом эти чеченцы были совсем какие-то совсем чужие, Сирия это, в общем-то, далеко, в конце концов, беженцев мы приняли, но мы точно не будем воевать после Ирака на Ближнем Востоке, ни за что, ни за какие гуманитарные принципы. Это я сейчас излагаю как мыслят, так сказать, большинство европейских политиков, да европейских граждан, Евросоюза, условно говоря. Но это происходит непосредственно в Европе, в крупнейшем по территории европейском государстве, с крупным населением Польши фактически, даже чуть больше официально. Это происходит на границах Евросоюза. Это потоки беженцев, которые давно превзошли уровень 2015 года. Это, конечно же, гигантский шок. Кроме того, не будем забывать, я бы хотел напомнить, что абсолютно первым шоком стал захват Чернобыльской АЭС. Потому что это знает любой человек в Европе. Понятие взрыв на атомной станции легко объяснить кому угодно, с любым уровнем образования, дохода и практически в любом возрасте.
И вторая история с Запорожской АЭС только к этому добавила эффекта, потому что люди внезапно поняли, что вот если сейчас там что-то случится, то от, можно сказать, там, чего, Польши до, может быть, Франции или Германии улетит такое облако с такими осадками, что это будет реальная катастрофа. Забудешь про любое там изменение климата. Поэтому я думаю, что это до Бучи, до событий в Ирпене. Это было первое, что, конечно, людей потрясло. Потому что еще ведь было такое представление, Айдар, советское. Да? Ну вот что, есть такая вот, армия советская по традиции, там, вот у нее там все под контролем, она не шутит со всем, что начинается со слова «ядерный». Потому что вот, так не делал даже Брежнев или Андропов, какими мерзкими они ни были. А тут вдруг вот такое вот это «разудись плечо, размахнись рука». Это, я думаю, шокировало очень. И очень сильно сдвинуло нарратив, потому что вдруг стало ясно. Хотя это должно было стать ясно давно, годы назад. Что там в Москве сидит не Брежнев, не Андропов, не Горбачев, не старцы из Политбюро, у которых были красные линии. А сидят люди, которые вообще море по колено. И сейчас мы кстати, эволюция. Вот высказывание, я сейчас заканчиваю колонку для Deutsche Welle на тему, там высказывание Лаврова по поводу евреев. Да? Ну еще год назад, полгода назад нельзя было себе представить, что это будет разговор. У меня так говорил такой дядя Володя, пьяненький в моей коммунальной квартире, где я рос. Куда дальше? И естественно... Ты перешел к этой теме, я хотел чуть ниже ее затронуть, но раз перешел, давай поговорим про это. Смотри, когда, до этого были, давай вспомним, Путин говорил, что первый совнарком были одни евреи, хотя это неправда. Путин хвалил Геббельса в присутствии придворных раввинов ФСБшных, и они кивали и хлопали, да. Этот выродок рода Толстых, который там в этой Госдуме сидит, тоже что-то такое говорил, но никогда это не было сказано настолько... То есть Израиль, который максимально пытался что-то там балансировать и как-то, да, помогая Украине, но все равно, да, сегодня я видел заявление главы израильского МИДа, оно просто в клочья разносит. Он говорит, что это низшая форма антисемитизма, это прям туда совсем в никуда, да. И вот, наконец, до всех уже дошло, плюс резня в Буче и других местах, да, бессмысленное уничтожение людей, то есть со смыслом, да, уже полностью сложилось представление о том, что это действительно нацистское государство, и вот это решение украинского вопроса, да, и так далее. Вот. И как ты думаешь, есть у Запада коллективного сейчас, или, может, твои мысли на эту тему еще дополнительно, что они имеют дело с действительно иным совсем, это не государство даже, это террористическая организация, вооруженная ядерной бомбой размером там с 1/7 часть суши? Я думаю, что запоздало, но понимание приходит. Не всем одинаково, но приходит. И высказывание Бориса Джонсона, который, кстати, может быть, наряду с политиками Польши, Центральной Европы и Балтии, наиболее решительно себя показал в течение этого кризиса, они показывают, что да, как минимум в нескольких столицах, прямо скажем, не последних. Напомню, что Великобритания ядерная держава, точно так же, как и Франция. Вообще НАТО – это ядерный союз. Так вот, заявление Джонсона по поводу того, что вы нас не пугаете своими тактическими ядерным оружием, если вы примените вообще, будем считать себя свободными наносить удары. Вот это тот разговор, который, Кремль понимает. И это, на мой взгляд, сигнал, что наконец осознали, нет, это не Брежнев, не Горбачев, не Ельцин, это совсем другое. Но это осознать-то надо было давно. Это надо было осознать давно, надо было понять, что люди, в отличие от того же Политбюро, это люди, которые не только, и ты знаешь, меня трудно заподозрить в симпатиях коммунистов, но специфика этого режима российского, она заключается в том, что, во-первых, это режим, в котором спецслужбы не являются обслугой, очень важным элементом власти, это и есть власть. И второе, в отличие от, скажем, тех же коммунистов, эти люди не только управляют Россией, они ей владеют. И это поэтому,
корпорация, я не знаю, мафиозная группа, назовите как хотите, но это явно не стандартные политики. К ним нельзя применять, так сказать, те мерки, те критерии, которые ты применяешь к обычным политикам. И в этом смысле, конечно, мне кажется, осознание пришло. Как я думаю, сейчас пришло осознание и того, что все это не про какую-то мифическую НАТО, про какие-то там базы в Севастополе и все это. Это личный проект Путина по вписыванию его имени в российские учебники золотыми буквами. И это, как сейчас модно говорить, вот тут что-то пошло не так у него. Потому что, конечно, третий месяц этой чудовищной, непредставимой в 21 веке в Европе войны, это следствие абсолютно полного, неправильного, ошибочного планирования. Это следствие совершенно очевидно не кондиций российских вооруженных сил. И, наконец, что важно, мне Билл Браудер сказал в интервью 3, что ли, недели назад в Лондоне. Он сказал, и, конечно, ясно, коррупция, с помощью которой Кремль управляет всей страной, коррупция и страх, собственно, два рычага, все очень просто. Вот эта коррупция, она съела ту армию, которая должна была торжественным маршем пройти по Хрещатику. К счастью для Украины, разумеется. Но ко всему этому мы добрасываем также представление о вот этих, так сказать, штирлицах, которые носят папочки в Кремль, кладут на стол. Вот они же должны были папочки положить про состояние украинского общества, украинских вооруженных сил и так далее и тому подобное. Оказалось, что они клали, действительно, лучше бы они уж принесли 17 мгновений весны перечитать Путину, может, было бы больше ему развлечений хотя бы. Но вот имеем, что имеем. Но самое трагическое – это то, что коммунисты в конце концов поняли, да, что вот надо, Горбачев понял, надо уходить из Афганистана, ушли. Эти не будут уходить, у этих людей нету, Путина и тех, кто его окружает непосредственно. На мой взгляд, мое личное мнение, я с ними, естественно, не сижу на заседаниях, но у них просто нету, в их машине нету передачи заднего хода. Они будут идти до конца. Костя, смотри, во-первых, что значит до конца, в твоем понимании? Я хотел еще у тебя спросить, почему он все-таки решился, но ты ответил на этот вопрос, и это его личный проект, действительно, вхождение в историю, да? Но вопрос в том, есть ли, как вот мы много слышали про башни Кремля, вот башни Кремля, эти невыгодно, тем невыгодно. У меня есть большие сомнения в существовании башен Кремля. Мне кажется, что он всех отогнал отовсюду, да, и занимается, может быть, ты лучше знаешь, кто его ближайшее окружение, да, вот. Вот что, где это у России нет границ, что может его остановить, что может стать его еще большим преступлением, чем сейчас, или же все-таки, возможно, есть какие-то механизмы внутри Рейха, да, которые, не захотят с ним, допустим, отправляться на тот свет, да, коллективно. Хороший вопрос. Я часто рассказываю эту историю, если вдруг кто-то ее слышал, я ее просто повторю, потому что она, на мой взгляд, очень иллюстративная такая, лучше всего иллюстрирует, на мой взгляд, то, что там происходит. И я думаю, что это это правдивая история, потому что человек, который мне ее рассказал, точнее, человек, который в ней участвовал, я уверен, у него не было никаких оснований лукавить в разговоре со мной. В очень частном разговоре. Случилось это вскоре после аннексии Крыма. Где-то, это был 2014 год, я точно помню, где-то, может быть, осень. Сформулируем так. Этот человек очень хорошо знает в силу давних профессиональных связей нынешнюю российскую элиту. Больше говорить не буду. Я спросил этого человека. Уже санкции какие-то, тогда же тоже были санкции. Наверное, это ударит по экономике. Ясно, что Кремль Путин встал на такую, скажем, дорогу, по которой невозможно поехать назад. Но это никого не беспокоит в верхах, который вы, господин, госпожа XY, хорошо знаете. Этот человек мне говорит, понимаешь, насколько я их всех знаю, конечно, им не нравится.
конечно, они предпочли бы ездить там на свои виллы в Сент-Тропе и гонять свои яхты из там Марин в Портофино или где там они, на Мальте или на Корсике. Но они взяты под контроль страхом и воровством. Так, что какое-то там восстание элит будет только тогда, когда выйти на улицу Москвы или Петербурга будет страшнее всего то, что там будет происходить, чем выступить против Путина. Вот пока такого не... Я думаю, что это вот точно описывает ситуацию с так называемыми башнями. Они, может быть, и есть, если они там где-нибудь собираются в темной комнате, оставив мобильники шоферам, а может быть, лучше закопав их куда-нибудь. И там в темноте, может, между собой там они говорят, как же им плохо. Но это никуда не выливается. Вот смотрите, экономическая ситуация аховая. Я слежу за высказываниями российских официальных лиц. Выходит глава Центробанка Набиуллина, говорит, понимаете, говорит, проблема даже не в финансовых санкциях, а в том, что нарушены логистические цепочки экспортные, импортные. И у нас просто с экономикой будет швах из-за того, что она вписана в глобальные какие-то процессы, была очень сильно, а теперь из нее выпадает. Выходит первый вице-премьер Белоусов, отвечающий за экономику, говорит, понимаете, мы, конечно, очень хотим стабилизировать рубль, но 7 или 8 триллионов рублей, которые были выделены на это, уже практически потрачены, будут потрачены к концу мая. А это еще не введен в строй в действие шестой пакет санкций Евросоюза. Ну и что? Да ничего. Вытаскивают из тюрьмы бывшего министра Улюкаева, который, кстати, был одним из тех, кто, скажем так, играл роль в антисанкционной политике как раз там 14-15 года. И сейчас, как это говорили, те, кто постарше поймет, значит, как при советах буржуазного спеца возьмут, значит, досрочно освободят из тюрьмы, и он будет там что-то помогать с санкциями в качестве какого-нибудь советника на общественном начале. Вот ты спрашиваешь, куда идут? Вот пока идут все туда же, санкции, будем бороться с санкциями. Отрубят покупку нефти, будем китайцам продавать по 3 копейки. Отрубят газ, еще что-нибудь сделаем. Я, кстати, считаю, что, не буду это исключать, я, задашь этот вопрос. Вот я не исключаю, что в какой-то момент Путин действительно может приказать применить тактическое ядерное оружие. Предположим, не по реальной цели, а по какому-нибудь квадрату на севере, например, недалеко от норвежской части Шпицбергена. Вот и все, по морю. Что все видели со спутников, какой там поднимается этот облако. Не облако, а вода же взлетит, это будет видно. Вот, что все поняли, что там ребята серьезные. Понятное дело, что когда-то любые войны кончаются. Но я не вижу, чтобы это сейчас башня, не башня, 3 башни, 4 башни пришли к Путину и сказали, все, мы так не можем. Вот пока этого нет. Для этого нужно либо такая ситуация внутри страны, при которой будет уже не до Мариуполя, не до Херсона, не до воды до Крыма, когда надо будет реально спасать режим. Либо же это должно быть такое военное поражение, которое невозможно будет скрыть никаким там Соловьевым, Киселевым, закрытием Ютьюбов и так далее. Вот я не вижу других способов, при которых остановиться, потому что, мы об этом с тобой не раз говорили, кстати, по-моему, в эфире АТР, может быть, год назад, вот как раз, по-моему, когда было первое, это концентрация войск на украинской границе, зимой-весной. Вот все очень просто понимать про российский режим. Он живет, как герои Квентина Тарантино, да, бешеные псы. Вот они живут в мире, где существует понятие сила, слабость, рождающие, соответственно, уважение или презрение. Самое страшное – это показать слабость. Читайте Владимира Владимировича Путина, его знаменитую книгу «Интервью» от первого лица, вышедшую в 2000 году. Он там все рассказал в известнейшей истории про крысу, которую они гоняли по подъезду, а она на них набросилась. Вот это главная метафора, которая для него очень важна. Потому что символ. Потому что надо сопротивляться до конца. И даже если ты сам придумал эту войну, нельзя признавать, что ее придумал.
Надо всех вести за собой. Ну вот смотри, всех вести за собой, да? Сейчас была такая информация, причем это наша разведка, хотя не буду врать, по-моему, британская, добыла информацию о том, что все-таки Путин может объявить мобилизацию 9 мая, всеобщую или какую-то там более или менее массовую. Да? Мы знаем, но это просто информация с фронта, что соотношение потерь 1 к 10. Вот. И понятно, что не в пользу российской террористической армии. Вот. И действительно, санкции – это долгая история, ты абсолютно прав. Это все не так просто, это инертный иммунационный механизм, там есть запасы, дырки, Китай, в конце концов, который все равно тайно будет там что-то себе и подкармливать этот рейх. Да? Гораздо более вероятным решением является второй вариант, который ты сказал, то есть сбройные силы Украины. Да? Наносят такие поражения, наносят такие потери, да? Тем более с помощью более современного оружия, превосходящего российское, очевидно, по всем параметрам, да, вот, который сейчас прибывает, что происходит что-то внутри. Что внутри? Я не могу понять. Я поэтому к тебе и обращаюсь. Во-первых, какой уровень потерь должен быть, да, там, какой уровень поражений, я не знаю, поражений, успешных ударов по территории Российской Федерации, да, по разным базам, вот что сейчас уже происходит, ну, спички там где-то зажигают, на курки кидают, понятно, да, какова степень вот этого военного поражения, чтобы вот этот, как ты сказала, литературную эту аналогию киношную привел, чтобы вот эти люди поняли, что что-то у фюрера идет не так? Я, повторяю, уровень потерь в соотношении с тем минимумом развертывания войск, который необходим, например, для прикрытия китайской границы, или для северо-запада, который скоро окончательно станет полной границей, так сказать, вся граница северо-запада будет границей с НАТО после вступления Финляндии. Военные спецы знают, сколько еще можно отправить людей. Мобилизация, я, конечно, не буду исключать, что Путин может это объявить, сделать такой подарок на 9 мая народу. Но я бы сказал так. Уже сегодня ясно, что есть проблемы с призывом. Потому что интернет отключить в России невозможно. Заблокировать все целиком невозможно. Значит, будет. И уже доходит информация о том, какая это война. И вот о тех соотношениях о потерях, о которых ты говорил, все это постепенно достигает, в том числе и глубокой провинции, где в основном и вербуют этих контрактников, откуда в основном стараются пока призывать срочников, или тех, кто подпадает под призыв. А мобилизация будет очень рискованным шагом, сформулирую это так. Потому что... Почему? Вот почему? Он же, наверное, думает, вот опять, степень его восприятия реальности. Вполне не исключаю, что он думает, глядя на свои войска, как Наполеон перед Ватерлоу. Я, упаси бог, не связан сравниваю великого Наполеона с этим, да. Но вот он стоит перед полками и такой думает, черт, вся страна же за мной, все за мной. Сейчас я скажу, и миллионы пойдут под ружье, и мы, наконец, вот так вот это решим вопрос окончательно украинский. Вот тут, кстати, вот когда выступит, он скажет, что он скажет, имеет значение для анализа того, готов ли он действительно к ядерной войне. Вот человек, который на 10-метровым столом сидит, боится заразиться чем-то, да, и готов ли он действительно идти вот до конца, как ты говоришь, поставив миллионы под ружье, сделав пушечным мясом. Послушай, поставить миллион под ружье он, может быть, и готов, хотя я не думаю, что это будут миллионы, просто учитывая демографическую ситуацию. Вопрос, какой будет результат. Это почему-то опасно, не потому что он думает. Я тоже могу думать, что я на самом деле, так сказать, британский лорд. Но я не британский лорд, а Костя Егер. Но дело-то в другом. Дело в том, какие будут реальные последствия. Я абсолютно уверен, что мобилизация не станет... Тут не будет никакого воодушевления и, так сказать, радостно никто не побежит записываться в военкомат. Потому что эта война, она даже уже сейчас вызывает вопросы, несмотря на все усилия, так сказать, пропагандистов. Потому что она продолжается 3-й месяц. Потому что приходят гробы. Потому что в Ютьюбе можно посмотреть, что происходит. Потому что начинает
там матерям становиться страшно за сыновей. Потому что, если посмотреть, просто их же можно, их же видно, все эти там объявления о, как называется, о призыве, не о призыве, пардон, о рекрутировании, так сказать, о привлечении контрактников, там ничего нет про героическую борьбу с нацизмом. Там есть только про деньги. Значит, вам либо надо набирать гигантскую армию наемников, по сути дела, что может быть еще возможно финансово, но это не совсем то, чего, я думаю, хотят и что будет на самом деле. Либо вам надо призывников призывать, большое число призывников, а они-то вообще совсем никак не мотивированы идти. И я думаю, что это будет очень рискованное мероприятие. Потому что вы посылаете тогда на бой армию плохо подготовленную, никак не мотивированную, часто сказать, не очень здоровую. Потому что понятно, когда ты призываешь людей из вот этих там, каких-то очень маленьких, заброшенных когда-то индустриальных городков, ясно, как они питаются, какой образ жизни они ведут. И вы ее бросаете на хорошо мотивированные Сбройные силы Украины с оружием в таких масштабах, за такие деньги, что, конечно, не снилось. Теперь уже ясно для масштабов этой операции Российского Министерства обороны. Я не очень уверен, что это отличный рецепт для спасения режима. Скорее наоборот, это довольно быстрый рецепт либо к тому, что у вас начались волнения на призывных пунктах, причем сразу во многих местах, либо вам надо тогда такие репрессии применять к людям, что у вас просто, я боюсь, ФСБ не справится с этим. Там есть Кадыров есть. Кадыров может, он любит убивать мирное население, в спины стрелять. При чем здесь Кадыров? А Кадырова бросить на русских призывников в Пскове? Я не очень уверен, что это вызовет. Вот это как раз вызовет массу интересных тем к жизни. Включая, например, местный криминал, который известно, как относится, например, к выходцам Северного Кавказа, формулируем осторожно. Я не очень уверен, что это отличная история. Вот просто даже я уверен, что это не отличная история. Потому что тогда они уже запустили, вот я, честно сказать, глядя в будущее, хочу сказать, вот этот бумеранг, вот эта вся буча, она вернется в Россию. Как пришел когда-то там афганский синдром, но он пришел из далекой страны. Да как Первая мировая война, Кость. Они же шли на нее побеждать, а вернулись в гражданскую войну в такую, что все друг друга там перепалили, перерезали и все такое прочее. Посмотри. Что мы видим? Вот это, условно говоря, те люди, хорошо, там вина всегда конкретная у каждого человека. Но, грубо говоря, вот массовые преступления, которые совершались в украинских городах, это свидетельство о том, что было понимание, что начальство за это ничего не сделает. Это верно. Это в самом лучшем варианте, Костя. А в самом плохом варианте им такие инструкции давали, и списки давали, и инструкции давали, и разрешали. И, возможно, я даже не исключаю, что это с самого верха идет. Я не исключаю, что Путин и наслаждается этим насилием. И это главное, что его заводит. Если признать, что он не то, что там больной психически, но человек маниакального склада, допустим, жестокого. Письменного приказа мы не найдем, я это имею в виду. Это, конечно, не найдем. Как-то, значит, вот рядовой Иванов, Петров, Сидоров, неважно кто, понял, ему очень ясно было, что ни товарищ сержант, ни товарищ старшина, ни товарищ лейтенант, ни товарищ капитан, ни товарищ майор, мы ничего за это не сделаем. И, значит, речь идет о состоянии, это срез определенной части общества. Значит, это вернется в Россию. Если после Афганистана далекого советской эпохи, в 90-е годы, которые ты помнишь, когда, было трудно, но если ты хотел, ты мог чем-то там заняться, были какие-то надежды. Бандитизм, шли в бандиты, короче говоря. Бандиты, да. А сейчас ты приходишь в совсем другую страну. И вот это притечет. И если будет массовый призыв, это насилие, этот ужас, это вернется, это ударит бумерангом по России. И я думаю, что мобилизация будет, конечно,
гигантская ошибка. Но я тоже считаю, что нет. Я считаю, что мобилизация это с точки зрения Путина ошибка, а с точки зрения человечества это, конечно, ускорит. С точки зрения, я сейчас рассуждаю, вот ты меня спрашиваешь, про что они думают. Да. Вот с их точки зрения. Это будет гигантской ошибкой для этого режима. Тем более, что могу понять, какова была логика призыва в советской армии. Ну, хотя бы там людей с какого-то там 7-го, что ли, класса, когда там была начальная война, с 8-го там, готовили к этому. Призывали всех, тут каждый готовился к этому. И, это была другая система, хотя и боевая подготовка советской армии была тоже далеко не на уровне. Да, я помню всех этих военруков, алкоголиков. Но смотри, тут немножко другое. Вот я хочу... Еще хуже. Я это хочу сказать. Сейчас ситуация хуже. Ну, конечно, хуже. Они накачивают людей пропагандой. При этом, вот я опрос смотрел, 40% за то, чтобы нанести первый ядерный удар. То есть, люди, наверное, понимают, что будет ответный, да? Вот. И что они погибнут, да? Ну, хорошо, 10% из 40, допустим, там, бравада, испугались там что-то, но треть общества, готовых к ядерной войне, это что-то с чем-то. И ты говоришь, но с другой стороны, а готовы ли эти люди, которые говорят в пепел Америку и так далее, готовы ли лично они или их сыновья ушастые, да, вот эти призывники, готовы ли они реально попасть в украинскую мясорубку? А тут для них реально настоящая мясорубка, тут просто не успевают убирать, я прошу прощения, трупы, и тут же скелеты лежат, да, по понятным причинам. Ну, послушай, ты же знаешь ответ на этот вопрос. Конечно, не готов. Нет. Конечно, не готов. Просто надо понимать одну вещь. Вот про это общественное мнение, которое в России, конечно же, искажено, забито, изуродовано 20, чуть меньше, пусть скажем, годами пропаганды тотальной. Но надо понимать одну вещь. Это мое, я не социолог. Тут тебе лучше там звать в эфир, я не знаю, там, Льва Дмитриевича Гудкова или Дениса Волкова, главу Левада-центра. Они, наверное, лучше расскажут, по-научному. Но вот мое впечатление, я много ездил в России. Мое впечатление такое. Чисто, практическое все-таки, родился, вырос в России. Я понимаю, как люди мыслят. Я думаю, что значительная часть вот этой так называемой поддержки, это не поддержка. Не поддержка в том смысле, что люди сознательно говорят, да, Путин прав. Да, мы готовы за эту политику выйти на улицы, если надо, пойти на фронт и умереть. Такие, наверное, есть. Ну и, конечно, меньшинство. Большая часть поддержки – это поддержка. Можно я закончу? Это да, поддержка такая. Это люди не столько поддерживают Путина или верят Путину, коллективному Путину, коллективному Соловьеву. Это люди, которые, да, они накачаны этой пропагандой, на самом деле просто делают выбор верить. Это не значит, что за этим следуют какие-то практические шаги. Это вот то же самое. Начальство оно знает. Вот оно там будет принимать какие-то решения. А украинцы, конечно, козлы. Кто же сказать, украинцы козлы, там нацисты. Это тебе ничего не стоит. Сидишь ты перед телевизором там с женой. И какие же они... Вот помню, у нас служил там в роте, если ты постарше. Там какой-нибудь Грицко. Вот был негодяй. Вот они все такие. Это тебе ничего не стоит. А когда твоего сына призывает, вот тут вдруг сразу возникает цена у этого вопроса. И я уверен, что если это будет массово, то это будет очень массовая попытка откосить, массовая попытка сбежать. Это будут военкомы. Я один раз ходил в военкомат уже во взрослом возрасте, еще когда я был в призывных годах. В эпоху Сердюковских реформ хотели меня призвать из запаса офицера. Я пришел в этот военкомат, у меня был, я всем рассказываю, у меня был шок был какой-то. Это как будто я приехал на Женевский автосалон. Такие там автомобили во дворе стояли в этом военкомате. Понесут еще больше, значит. ФСБ это будет знать, значит, будут ловить военкоматчиков. Военкоматчики будут этих заставлять хромых, больных туда призывать, диабетиков, сердечников, потому что надо набрать это и показать, чтобы тебя не забрали.
Диабетики-сердечники будут бежать, будут помирать. Ну вот что будет. Ну, это же понятно, как это работает. Ну да, Кость, я согласен. У меня к тебе последний вопрос, наверное, потому что мы ровно заканчиваем в 9 вечера. У нас время одинаковое, кажется, с я вижу, Вильнюсом. что 4 минуты осталось. Да, так вот, интересно мне узнать твое мнение. Вот сейчас мы имеем дело с законченным продуктом, да, с русским рейхом, который решает украинский вопрос, который там всемирному нацизму хочет объявить войну там и так далее, да. А скажи мне, где вот это, какой тот момент, когда началось, необратимое скатывание в этот рейх, в этот фашизм, да? Вот прям необратимый, когда ты понял, что, или вот сейчас ты понимаешь, что это был такой момент, когда уже все, уже с горы покатилось, и это уже невозможно, это все равно неслось к войне, вот, которую мы сейчас видим. И что причиной стало? Два момента. Эволюция Путина в этом направлении, думаю, приходится где-то на, наверное, 2004 год, когда он первый раз в одной из своих речей упоминает Ивана Ильина. Вот приблизительно тогда, видимо, он его начал читать, такой русский философ, начала-середины прошлого века, который, наверное, предтеча того, что можно было назвать, если русский фашизм, не знаю, как это сказать, русский муссолинизм. Вот так, эволюция Путина началась тогда. На мой взгляд, с точки зрения точки невозврата в какой-то степени, я считаю, это Крым, это 2014 год. Вот тогда. То есть именно Крым, не Грузия? После этого исправить нет. После вот этого, после вот этих всех плясок, народных гуляний, 85% поддержки, отъема у братского народа, братского в кавычках, земельки. После этого все. Я думаю, вот это была точка невозврата. Любые исторические процессы имеют некий там генез, все зреет. Но я хочу, раз ты про Крым сказал, хочу про Крым прям уточнить конкретно, да? Вот, я считаю, что это была точка невозврата не только для фюрера, но и для общества. Я видел, как в газете «Московский комсомолец» все противники и критики Путина стали его сторонниками в момент, когда он объявлял о присоединении так называемого Крыма. У них изменились взгляды, они стали бешеные абсолютно, да? И вот как тебе такая фраза Севгиль Мусаева, редактор «Украинской правды», известный журналист, редактор украинский, она сказала: все началось с Крыма и все закончится в Крыму. Вот как все закончится в Крыму, ты себе представляешь? Не представляю, но знаю одно. То, что продолжение Крыма 24 февраля приведет к катастрофе нынешний политический режим. И ты знаешь, мы всегда на эту тему спорили. Но я боюсь, что сейчас, наверное, это может привести к катастрофе и Россию. Я не говорю, что обязательно приведет, но может. Ну да, трудно давать прогнозы, когда все находится фактически в голове у одного человека с явно, мы не будем говорить психбольной, это снимает ответственность с него, да, человек с маниакальными идеями в голове. Я благодарю тебя, Константин, за то, что принял участие в нашей програмі. От, це глибокий аналіз, який дуже люблю. І, звісно, ми тут не ставимо крапку жодну, бо ситуація розвивається кожен день. І кожен день ми бачимо... Дякую, Костя, дякую, що був. Звертаюся до наших глядачів. Вірте в Збройні Сили України, не панікуйте і піклуйтеся про своє життя, не нехтуйте тривогами і бережіть один одного, допомагайте. Дякую, що були з нами. Дивіться АТР, допомагайте телеканалу АТР.